Маршал, думайся, Арго, доброго времени суток. У нас сегодня несколько вопросов на обсуждение. Первое – это место мифологии и сакральных ритуалов в жизни народов. Второе – женоненавистничество. Как его распознать и почему оно возникает. И третье – ответим на вопрос, какая главная обязанность чеченской женщины. Мало кто из нас задумывается о важности народной мифологии, а вот выдающийся психолог Карл Юнг, он практически в каждой своей работе, в каждой книге говорит по этой теме. И одна из этих книг, которая написана более простым языком, легко читается, называется «Матрица безумия». Так вот, Юнг, обращаясь ко всем европейским народам, говорит, что если мы не опомнимся и не начнем знакомиться с древней мифологией наших предков, то это чревато массовыми психическими заболеваниями и может привести к трагическим последствиям. Что здесь имеется в виду? По Юнгу мифы включают в себя всю психологическую реальность архаичного человека. И если ты не знаком или если ты не почитаешь мифологию своего народа, ты теряешь как бы связь с этими далекими предками и с глубокой древностью своего народа. Иначе говоря, ты как бы теряешь свои народные корни, и новое поколение становится психологически как будто бы безродным, тем самым подверженным любым внешним влияниям. Кто угодно может на таких людей повлиять, их подминать под себя и свое мировоззрение. Но надо уточнить один момент, что обычный мозг среднего человека мыслит крайностями. И если мы сейчас озвучиваем то, что говорил Юнг, многие люди могут подумать, будто он призывал стать такими же суеверными, как далекие предки. Вовсе нет. Речь идет о том, чтобы хранить эту память, передавать ее и почитать. Например, возьмем народный чеченский танец. Чеченская танцевальная культура вообще восходит к глубокой архаике. Парный танец имеет ритуальный характер. И, по мнению исследователей, он связан с космогоническими представлениями чеченцев, прежде всего с культом солнца. И танец этот изображает солнце и луну. И движение мужчины за женщиной по кругу – это движение солнца мужчины и луны женщины, которые, естественно, не могут догнать друг друга. Конечно, у нас много разных танцев со своими определенными значениями, но мы не только мало об этом знаем, так нас еще и пытаются убедить в том, что это все не нужно, и нужно все, что связано с танцами, забыть, и все, что связано с мифологией чеченской, нужно забыть, тогда как психологи уверяют, что такое отношение, пренебрежительное к своей древности, чревато заболеваниями серьезными и полным разложением определенного народа. Будем надеяться, что многие из нас осознают все это, пока еще не совсем поздно, но те, кто уже это осознают, пусть несут эти знания своим детям и прививают любовь к нашему народному танцу и почтение ко всему, что связано с нашей древностью и мифологией. Второе, что сегодня хочется отметить, обратить наше внимание, это женоненавистничество в нашем обществе. Научным языком эта болезнь называется мизогиния. Это убежденность в том, что женщины от природы уступают мужчинам в некоторых или сразу во всех сферах деятельности, например, в бизнесе, точных науках или творчестве. Кроме того, встречаются и те, кто уверен, что женщины обладают более низкими моральными качествами, чем мужчины. И что еще? Мизогиния выражается в ненависти или предубеждении по отношению к женщинам, причем она встречается не только у мужчин, но и у женщин. Как это случается? Если среда, в которой растет ребенок, его друзья, одноклассники, блогеры придерживаются мизогинистских взглядов, он с легкостью может их перенять, даже если его родители не были такими, если ему не было свойственно это все. А также если в фильмах, телешоу, книгах, которые человек любил в детстве, многое было построено на мизогинистских стереотипах из того, что он читал, любил, то во взрослой жизни он будет считать все это нормой. Он даже не будет замечать, что что-то не так. Настолько формирует человека его окружение и то, что он смотрит и что он читает.
Теперь посмотрим, какие бывают признаки и примеры мизогинии. Некоторые мизогины, так называются люди, которые страдают этой болезнью, не скрывают своего презрительного отношения к женщинам, другие стараются его не афишировать, а третьи вообще и сами не понимают, что с ними такое происходит. Типичные проявления мизогинии – это открытое выражение ненависти к женщинам, непристойные шутки и неуместные комплименты в их адрес, дискриминация женщин на работе, в образовании, в политике и других сферах, предпочтительное отношение к мужчинам вне зависимости от их навыков, умений, уровня образования, восприятие заботы со стороны женщины, что она тратит свое время, усилия на семью, как чего-то само собой разумеющегося, за что ее не нужно благодарить. Далее, игнорирование того, что говорят женщины, склонность их перебивать или говорить вместе с ними одновременно и отвержение идей, высказанных женщинами, несмотря на то, что это не обосновано. Дальше. Убежденность в том, что женщины по определению менее умны или эмоционально менее стабильны. А вот этот пункт слат-шейминга наиболее интересен в нашем обществе, заметен. Обвинение женщин в том, что они якобы слишком вызывающе одеваются или ведут себя. В нашем обществе это наиболее тяжелая форма, тогда как даже очень скромно одетая женщине делают замечания, как и что она должна носить, что она еще дополнительно должна надеть. Так что при очередных таких нападках, дорогие женщины, помните, что это болезнь, и будьте снисходительны. И еще пару пунктов. Определение женщин как существ, пригодных только к ведению домашнего хозяйства. И любое давление, насилие физическое, психологическое в отношении женщин. И теперь самое главное. В чем все-таки обязанность чеченской женщины? В чем это ее главная обязанность? В том, чтобы быть счастливой. Только счастливая женщина может сделать счастливым своего мужчину. Только счастливый мужчина может совершать благородные поступки и даже подвиги. И таким образом, начиная со счастливой женщины, получается целые здоровые поколения и полноценная нация. شوخانا نرتاح احيا بجزاء سادوك يتارنا يا ذا شو حستيشة كم غلط حانا سندر برك الله سعيها ورنا هو يزرق الليرو حنود سوخ وطارا هذا قول يا خنود بارك الله صغيرlarına Dikkaten yalla sohberahtarlarına Hoşuma tahna sohbozavalarına Tüsühte vala sohamalarına Hoye
زرق الليرو سيمكن بابا حنرد صوخي وهو ترى هذا قول يا حنرد Misluş bu binene işten gınagah Yolcuğa yazık sünneti biyodoş Kurallama yılahta yityahnagah Eshay gözzeti sözde imayadaş Hayezer gillero Sinkem baba hamud Sohi wa tara Hada gul ya khanar Hayezer